история тюрок, да, которую раскрыл Мурат Аджи, и все серии книг было посвящено истории и происхождению тюркских народов, о его роли на евразийском пространстве. Я немного хотел бы вот сказать о Мурат Аджи, которая сыграла роль, допустим, в моем личном мировоззрении. Вот с детства я вот начал с того, что и спрятана история тюрок. Вот у нас тоже была и спрятана история крымских татар, особенно после депортации. Мы не знали, и история, как говорится, и наше культурное наследие, и историческое наследие от нас пряталось. Вот, нас представляли дикими варварами, монголами и так далее, и тому подобное. И вот когда в 90-е годы появились книги Мурата Аджи, вот, и они попадали мне в руки, я просто зачитывался и вдохновлялся вот этим содержанием этих книг. Для меня открывался целый мир. Вот. Мы сейчас много сказали о том, что какое открытие, какую роль сейчас играет вот эти книги, которые написал и вышли в издание вот, Мурата Аджи. Но я сейчас вот смотрю вот на наше мероприятие, да, и мне, честно говоря, прискорбно то, что вот мы, как говорится, зрелые люди сидим, вот, чтим память Мурата Аджи. И, честно говоря, пусть это будет некрасиво сказано, но мне, честно говоря, задевает то, что молодежь раньше, как говорится, людей старшего поколения встала и ушло. То есть я о чем хочу сказать. Вот мы, старшее поколение, да, должны на книгах Мурата Аджи прививать детям историю нашу. Придя в дом, мы должны рассказывать своим детям и внукам на книгах Мурата Аджи, вот, как старики сказки рассказывают детям, так мы, как говорится, детям должны рассказывать нашу историю, которую написал для нас Мурат Аджи. Я вот историю, которую написал для тюркских народов Мурат Аджи, еще такую более глубокую, такую привлекательную еще не видел и не читал. Я тоже преподаю и историю Отечества, и этнологию тюркских народов. Этнология уже вот в Московском лингвистическом университете, тоже среди специалистов по тюркским языкам, так скажем. И на самом деле таких более свежей литературы нет именно по этногенезу тюрков. И чтобы они были порекомендованы Министерством образования. Вот это как раз есть большой недостаток. Та книга, которая есть, изданная в 1971 году, «Этногенез тюрк», это под авторством Еремеева, естественно, известно, что там определенно 71 год, сами представляете, что это такое. И в продолжение вот предыдущего выступающего хотел бы сказать, что на самом деле нужно пропагандировать книги Мурата Аджи, и я бы вот даже вот сказал, что нужно начинать с его изданной книги «История тюрков», уже переизданные, переработанные книги в 2015 году. Во-первых, она маленькая, там 2 книги буквально на 100 страниц, и язык очень легкий, очень простой, но на самом деле, как раз вы говорили, как сказка, может быть даже не как сказка, потому что там объясняется очень просто, что такое история, что такое этнология, что такое антропология, что такое лингвистика. На все вопросы очень просто даются и определения, и очень просто даются примеры. И на самом деле именно в условиях как раз для того, чтобы поднимать и национальное самосознание многих народов, и для того, чтобы особенно вот как раз говорили, что происходит событие, народ просто не знает свою историю. Конец 80-х, 90-е годы, нас все время говорили, что мы наследники монгол-татар, все мы наследники их, да, как бы все время нам было стыдно, что мы напали. Если это в России, мы в России. Если мы уезжаем в арабские страны, вот как я арабист тоже выезжаю, мне тоже напоминать, ах, это вы предки тех монголов, которые сожгли Багдад и так далее. И приходится им долго-долго объяснять, что на самом деле мы совсем другие люди, что мы от них страдали не меньше, чем они. И у нас есть общая история, и
иногда те же самые даже египтяне говорят, что да, в принципе, они говорят, что с ними, когда по-арабски говоришь, они говорят, мы думали, что ты араб, египтянин, возможно, это как раз те самые, у тебя, говорят, черты именно египтяне, таких черт лиц, говорят, очень много встречаются. На самом деле, куда только судьба не приносила и не наставила нас, тюрков, управляли везде, и во все разные времена, и тем не менее, как раз книги Мурат Аджи как раз воспитывают и прививают как раз ту любовь к прошлому. И как раз в предисловии этой книги мне очень понравилось о том, что он говорит, что пусть эту книгу не берет те, кому не интересны прошлое и будущее, и кому безразличны предки и потомки. И надеюсь, что нам прежде всего необходимо преодолеть вот то безразличие, а все остальное у нас уже будет. Потому что на самом деле сейчас прививаем любовь к родному языку, хотим прививать, как можем, ищем дополнительную мотивацию для того, чтобы люди изучали татарский язык. А какая еще мотивация нужна? Просто чтобы показать, что везде, куда бы ни посмотрел, от Камчатки до Калининграда, там, можно сказать, до Средиземного моря, если даже туда переберешься в Америку, ты легко, зная этот тюркский язык, сможешь общаться, как он тоже говорит, да, с тысячами, миллионами людьми легко и спокойно. А для чего язык нужен? Язык должен прежде всего для того, чтобы ты мог общаться с ними, для коммуникации прежде всего. И второй момент, который я хотел бы обратить внимание, что в его книгах можно увидеть, я вот лично прочувствовал о том, что насколько он любит людей, вне зависимости только от языка, да? На самом деле он как раз прививает как раз той культуре общения, о том, что люди узнавали друг друга, люди как раз постигали друг друга, передавали вот эту культуру о том, что наше богатство именно является в многообразии. И богатство тюркских народов тоже их многообразие, чтобы вот мы передавали, вот у каждого есть чему научиться, и каждому есть что передавать. И надеюсь, что со временем вот как раз эти моменты как раз помогут многим народам для того, чтобы не наступил исчезновение, как предупреждает, и все с этим мы боремся, да, что наш народ исчезнет, наши народы исчезнут, а наоборот станет фактором, наоборот, объединения. И надеюсь, что через пропаганду Мурата Аджи, его творчества и его книг мы сможем и пропагандировать свою национальную культуру, национальный язык. И прежде всего как раз в условиях, когда, к сожалению, последние события, которые сложились о том, что нельзя заставлять изучать не государственные языки. И вот сейчас буквально пошла новая волна о том, что уже депутаты хотят уже внести на законодательном основе, запретить принудительное изучение не государственного, то есть не русского языка. Поэтому вот данное сообщество, и в принципе каждый должен работать в том плане, что каждый мы должны как раз прививать, что учить людей от трудов Мурата Аджи, и через них мы сможем именно пропагандировать нашу культуру и язык. И последнюю ремарку, которую хотел тоже сказать, на что я обратил внимание, что его книги очень доступны, прежде всего для молодежи, в просторах интернета. Можно спокойно зайти и скачать. Во многих ресурсах о том, что вот некоторых из них, которые я скачивал, я видел, что именно правообладатель любезно предоставил свои книги. О чем это говорит? О том, что он не стремился именно к богатству. Обычно иногда видишь, встречаешь книгу, для того, чтобы скачать, нужно там очень много-много путей, много-много запретов, либо они были размещены, потом правообладатель, наоборот, их уже закрыл. В этом случае мы можем видеть, что эти книги доступны, их можно как раз пропагандировать, можно их скачать, читать, и вот эти моменты тоже очень показывают, что это был великий человек, который заслуживает изучения. Я, конечно, лично не был знаком с Мурат Агаем, однако у меня был однажды разговор телефонный с ним, когда я учился на первых курсах МГИМО, являясь председателем местной студенческой организации. Я хотел его пригласить к нам в университет. Я помню. Может быть, вы помните это. Помню. Но, к сожалению, Мурат Агай здоровье не позволяло
Он-то приглашал, но у меня не получилось, к большому и великому сожалению. Однако мой диалог с Мурат Агаем происходил через, естественно, его книги. И для себя я очень много открыл. Я-то вырос на севере нашей страны, в Новом Уренгое. Я жил вдали от родины своей исторической. Однако я считаю, что это даже большой плюс. Почему? Потому что я был в некоторой степени освобожден от некоторых стереотипов и предрассудков, которые бытуют в среде моего немногочисленного народа. И эти стереотипы и предрассудки, они разрушались, и в том числе и в произведениях Мурада Аджи. Почему? Потому что он, наверное, разломал и разрушил границы для моего народа лично. Тут отмечали то, что действительно он недооценен, масштаб личности. С этим абсолютно согласен. До молодежи он еще в полной мере не дошел, откровенно говоря, для всей тюркской молодежи, хотя сейчас имеет место и как и движение в сторону изучения своей истории, как и наоборот, попрания своей истории. Почему? Потому что, к большому великому сожалению, историю моего маленького народа, да и всех тюркских народов в свое время переписывали, ну, наверное, и не только тюркских народов, давайте откровенно говорить. Вся история, она переписывается. Это та самая политическая наука. И мы наблюдаем вот эти последствия. Мы пытаемся разобраться, кто же мы такие есть на самом деле. А вот не получается, что-то не сходится этот пазл для нас самих. И так важно на самом деле определить, кто же мы в этой большой вот этой иерархии. Почему? Потому что даже если мы посмотрим на нашу религию, здесь недавно процитировали, вот передо мной спикер говорил о том, что он процитировал на самом деле аят из Корана о том, что «О люди, мы создали вас из мужчины и женщины, поделили вас на народы и племена, дабы вы познавали друг друга и узнавали друг друга. И самый лучший среди вас – это наиболее богобоязненный». Так звучит этот аят из Корана. Вот посмотрите, Мурад Аджи пытался через открытие для нас этой религии древней, тенгрианства, показать и красоту каждой из монотеистических религий, которые существуют в современном мире, показать это многообразие народов, которые существовало. И причем, посмотрите, наши тюркские народы, когда мы понимаем то, что вот действительно у нас особых таких больших различий между нами нет. Мы есть люди, мы одинаковые, ну, во многих моментах. Может быть, мы как-то антропометрически разные. Нас в Дагестане не жалуют, говорят, мы алтайцы, пришельцы, как приехали, валите на Алтай, извиняюсь за выражение. Ну а мы говорим, как же так, мы же равнинные жители, как же так вот получается? Почему вы нас гоните? Мы же на своей земле живем. Вы и наши братья тоже, единокровные. У нас постоянное смешение было друг с другом. И у нас одна единая религия, если мы говорим об этом. То есть я у Мурада Аджи учился тому, чтобы любить ближнего своего, на самом деле. Это вот тот человек, который прививал любовь к, собственно, своему народу, маленькому этносу, любовь к большим остальным народам, неважно, тюркские это или не тюркские. Он говорил, вот вы посмотрите, какой большой вклад эти народы-то, наши тюркские, и большой народ тюркский, как угодно, внесли это в историю. Вы сейчас про арабизм говорили. Я пытаюсь там, смотрю на кумыкский язык, или когда я учил турецкий язык в университете, 30% арабизмы. А потом начал с другой стороны смотреть. Оказывается, когда я арабский чуть-чуть изучал, а там тоже есть что-то там из тюркского. Османская эта империя большая была, там тоже влияние определенное есть. Процесс, он такой взаимный, культурный обмен происходил всегда во всей истории. И мы не должны это списывать со счетов. И мне кажется, необходимо, если мы говорим о молодежи, которую я представляю, наверное, искать эти способы общения с молодежью, более современные. Это нам нужно делать, прежде всего, молодым людям. Потому что, к большому сожалению, мое поколение и поколение помоложе, они не читают книги. К великому сожалению. Максимум это то, что в Инстаграме вот так пролистают в ленте, что-то интересное про бои UFC,
или про футбол, а что-то вот глобальное такое, что определяет их бытие и сознание, и определенную какую-то цель в жизни. Потому что если ты знаешь свою историю, ты знаешь, кто ты есть, и когда ты узнаешь, что у тебя такие предки, извините меня, стыдно становится, потому что, а как я и в 10 раз я хуже него, как бы, ты понимаешь, что а что я сделал такого, чтобы говорить и гордиться своими предками, или гордиться своим происхождением. А что это такое? Зачем я горжусь этим? Что вот, ну, как бы часто такое, мои предки завоевали то, мои предки такие, а ты-то кто сегодня? Прослушав ваши высказывания, у меня созрела мысль. Значит, создать о его памяти в Москве парк, назвать его именем, поставить дом дружбы народов тюркоязычных, и наши встречи прошли бы там, и по краям, по аллеям создать славу, аллею славы. Можно по разным разновидностям наших тюркских народов. И все наши встречи почаще мы могли бы проводить там, встречаться, и не только по каким-то событиям, по всем можно, и политическим, культурным, религиозным, творческим. Мое мнение такое. Второе, чтобы тюркские народы были более дружно объединены, мне кажется, нужно создать, пора бы, всевозможные музыкальные, спортивные, художественные школы, училища, чтобы наши народы развивались умственно, и среди нас выросли такие люди, как Аджи и многие, как великие люди. Потому что одних те вопросы, которые они поднимают, это будущее развитие не только нашей страны, всего мира, чтобы мы свою лепту внесли в развитие человечества без войн, без всяких противоположных мнений, чтобы мы могли найти общий человеческий язык для сохранения природы и человечества.